С сегодняшнего дня, 10 октября, до конца учебного года для школьников, детей мобилизованных будет организовано бесплатное двухразовое питание. Для этого необходимо написать заявление на имя директора. В школе же можно получить и бесплатную транспортную карту для детей от 8 до 18 лет включительно. Бесплатно пользоваться любым видом общественного транспорта дети мобилизованных могут уже сегодня. Как отметили в мэрии, водительский и кондукторский состав проинструктирован. Подать заявление на выдачу электронного проездного нужно в своей школе. Электронный проездной билет предоставляется на основании документов, подтверждающих родство с гражданами Российской Федерации, мобилизованных в вооруженные силы, по заявлению родителей или законных представителей. Транспортные карты выдаются общеобразовательными учреждениями. С 1 ноября семьи мобилизованных освободят от оплаты детского сада и платы за питание. Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать письменное заявление на имя заведующего. Также несовершеннолетние дети защитников Родины смогут бесплатно посещать учреждения культуры и спортобъекты по специальной карте «Батыр». В мэрии города разработана специальная карта «Батыр». Эту карту можно получить в администрации города Казани, то есть в каждом районном администрации, куда прикреплена семья. Конечно, это «Батыр» дает возможность посещать культурные, спортивные учреждения, а также подростковые клубы. В администрацию нужно будет предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребенка и справку о мобилизации из военкомата при наличии. Льгота предоставляется не только в городские, но и республиканские музеи, театры, концертные залы. Ребенка бесплатно может сопровождать один взрослый. Обращаться в кассы учреждений, где идет рассадка по местам, просят минимум за 5 дней. Бассейны ли это, подростковые ли клубы, какие-то наши дополнительные внешкольные занятия и общественный транспорт. Пожалуйста, если ребенок говорит, на данном этапе пока там неделя еще вам нужно для того, чтобы точно полностью раздать, пожалуйста, чтобы было чуткое и внимательное отношение, никакой бюрократии. Помощь семьям мобилизованных оказывают и в городах и районах. Так, в Менделеевске за детский сад и питание не нужно платить уже с 1 октября. О мерах поддержки и на встрече с семьями призванных рассказал глава района. С 1 октября освободили от оплаты детских садов, значит, и абонентской платы, и питания. От питания в школах тоже освободили оплату. Вот. Также мы бассейн «Нептун» выдали и выдаем абонементы, бесплатное посещение, плюс, значит, прокат лыж, коньков в зимний период, все это будет обеспечиваться. Но и в случае необходимости будем эти меры расширять. В Нижнекамске семьи мобилизованных начали получать электронные проездные. По ним бесплатно ездить на общественном транспорте смогут и дети, и взрослые. Карта двух видов. Есть городские и пригородные. Семьи мобилизованных жителей Нижнекамска могут получить при предъявлении паспорта, а жены при предъявлении свидетельства о браке. Также с этого дня дети начали питаться в школах бесплатно. Не нужно платить и за детский сад. Школьники также смогут бесплатно посещать спортивные секции, кружки. Супругам и детям трудоспособного возраста помогут найти работу, организуют обучение новым специальностям. До 12 октября завершится работа по составлению социального паспорта каждой семьи, чтобы знать, в какой поддержке нуждается именно она. Вероника Гайнудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Татарстан.